Қолдап тұрамыз ба? Эй! Жалғанды жұп жаманды қопардық тармақтан. Өшпес үмітті жақын келешектей таң аттан. Тазалап түздіп әрбір чөйрөдөн өнүгүүнү жараткан. Чындыкты чын айткандар окубастан баракта. Канча жыл өтпөсүн, ак кемебиз чөкпөсүн. Чындыгыбыз чын жырдай үзүлбөсүн, канча сөкпөсүн. Ак ниет менен акыйкат, адилет түнү чакыртат. Ачык сөз, эркиндик күнү, ар бир күнү бакыртат. Желекти бийик кармап, өнөкөнгө өмүр арнап. Азаттыктын желеги желбиреп турсун, өчпөс үмүт барда. Умтулуп бир болууга, бөлүнгөндү таштайлы. Улуу улуттун жолунда таасири тетири баспайлы. Жалганды жұп жаманды қопардық тармақтан. Өшпөс үмітті жақын келешектей таң аттан. Тазалап түздіп әрбір чөйрөдөн өнүгүүнү жараткан. Чындыкты чын айткандар окубастан баракта. Жалганды жұп жаманды қопардық тармақтан. Өшпөс үмітті жақын келешектей таң атқан. Тазалап түздіп әрбір чөйрөдөн өнүгүүнү жараткан. Давайте поприветствуем двух талантливых артистов, каждый в своем неповторимом жанре. Исполнил песню, которая была специально написана. Исполнили авторскую песню, которая была специально написана для 4-го индустриального форума Медиатопто 2022. Акын Баян, рэпер Баястан, ваши аплодисменты. Исполнили песню о том, что в нашем народе, у нашего народа невозможно убить дух свободы. Свобода слова, ценность информации и есть показатель свободы. Таких журналистов, таких настоящих профессионалов, те, кто доносят информацию в каждый дом, для каждого гражданина, называют настоящими баатырами, богатыри. Ваши аплодисменты за свободу слова, за честность, за справедливость. Я также хочу поблагодарить нашего талантливого композитора Кадыр Батырканов, чьи мелодии будут сегодня исполняться в течение форума на всех перерывах, которые вы слышите прямо сейчас. Ну а также, дорогие друзья, я рад приветствовать всех вас на 4-м индустриальном форуме Медиатопто 2022, который проводится Интерньюз Кыргызстаном при поддержке USAID. Добро пожаловать! Мы начинаем! До 10:00 церемония открытия Медиатопто еще проводится онлайн на странице Facebook. О программе форума вы также можете увидеть вот в специальных QR-кодах, которые по бокам нашего зала. Пожалуйста, сканируйте QR-коды, проходите по ссылке, узнавайте, в каких залах какие сессии проводятся. Ну а сейчас
Для приветственного слова я с величайшей радостью уже в 4-й раз на эту сцену приглашаю директора представительства Интерньюз в Кыргызстане Элину Каракулову. Доброе утро. Доброе утро. Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Саламатсыздарбы. Медиа топтоо индустриалдык форумуна кош келиңиздер. Быйылкы медиа топтоо өзгөчө форум болмокчу. Анткени пандемиядан улам 2 жылдан бери жолуга элекпиз. Ошондуктан талкуулай турган суроолор көп жана биз бири-бирибизди абдан сагындык. Экинчиден, медиа топтоо бир эле Кыргызстанда эмес, башка мамлекеттерге да белгилүү болгон популярдуу жергиликтүү бренд жана мыкты медиа платформа болуп калды. Быйыл бизге дүйнөнүн 9 мамлекетинен спикерлер келишти. Үчүнчүдөн, бул форум менен биз Media Key индустриалдык долбоорунун 5 жылын жыйынтыгын чыгарып, медианы өнүктүрүү боюнча жаңы сунуштарды жана ой пикирлерди чогултабыз. Кыргызстандагы көз карандысыз маалымат каражаттарына колдоого алган өнүктөшүбүз USAID-ке ыраазычылык билдиребиз. Dear friends and guests, welcome to Media Toптоо Industrial Forum. We are so happy to see you because this is a very special Media Toптoo for us. We haven't seen each other for 2 years now because of the pandemic, and there are so many questions to discuss and so many ways to celebrate our media. Throughout these years, Media Toптoo has become a popular Kyrgyz brand and a strong media platform, well known not only locally but internationally. This year we have speakers from 9 countries and participants from the neighboring states. Also, Media Toптoo is organized within a bigger industrial project, Media K, which it concludes its 5th year, and we would like to use this opportunity to focus on the lessons learned and also gather opinions on how we should develop further with media development in Kyrgyzstan. I would like to express special thanks to USAID and US Embassy in the Kyrgyz Republic for support to independent media in our country. Добрый день, дорогие друзья. Говорю на 3 языках, поскольку у нас многоязычное сегодня мероприятие. Добро пожаловать на индустриальный форум Media Toптoo. В этом году у нас особенный топтоо, поскольку мы не виделись с вами уже 2 года из-за пандемии, и накопилось очень много вопросов, очень много событий произошло за эти 2 года. Нам есть о чем поговорить, и поэтому у нас очень насыщенная программа эти дни. Мы рады, что Media Toптoo стал популярным брендом и крутой медиаплощадкой, известной не только в Кыргызстане, но и за его пределами. Сегодня к нам приехали спикеры из 9 стран мира, а также участники из соседних государств. Также этим форумом мы подводим итоги 5-летнего проекта Media K. Это большой индустриальный проект, и хотим в том числе узнать мнение о том, куда нам нужно двигаться дальше, какие точки роста имеются в Кыргызстане, и как сделать так, чтобы наши медиа, наша страна процветали. Я хочу сказать 2 слова по регламенту по поводу того, что форум проходит на 3 языках, на кыргызском, русском, английском. Если вам нужен перевод, пожалуйста, возьмите гарнитуру в перерыве. Обращаю еще раз внимание на QR-коды по бокам нашего зала. Мы не распечатываем программы, мы об этом писали уже на нашем лендинге, я надеюсь, вы это прочитали. Поэтому программа будет доступна здесь. Первый день посвящен медиа в новой реальности. Сегодня мы будем говорить с вами о том, какие есть инновационные методы обнаружения дезинформации, что мы делаем в области развития региональной журналистики. Будут сессии по упаковке контента для социальных сетей, отдельная сессия по ТикТоку. К нам приехали продюсеры топовых ТикТок-хаусов в мире. Я надеюсь, вы знаете, где это, в какой стране. Есть также сессия по креативной экономике, по креативной индустрии, и ею мы заканчивать будем форум первый день. Я очень советую всем вам пойти на эту сессию, потому что мы будем разбирать вопросы, связанные с тем, как медиа могут войти в этот пул креативных индустрий и какие выгоды медиа имеют от этого.
Завтрашний день у нас посвящен кино и продакшн, производство контента для социальных перемен, так называется второй день. И мы обсудим новое в кинопроизводстве, дистрибуции контента, паблик арт, различные стратегии питчинговые и обсудим различные международные фестивали, как в них участвовать. В холле у нас с левой стороны проходит техническая выставка. Завтра с утра в четвертой комнате, Meeting Room 4, будут проходить у нас сессии, презентации производителей оборудования. Вода доступна у нас в диспенсерах. Нету пластика. Пожалуйста, я надеюсь, что вы все принесли свои бутылочки. Вода доступна в графинах и в диспенсерах. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нашим волонтерам. Они в белых футболках с логотипом Интерньюз. И к нам, конечно, к команде Интерньюз. Я думаю, вы всех нас уже знаете в лицо. Для приветственного слова я хочу пригласить на эту сцену Алтынбека Джумаева, руководителя службы информационной политики администрации президента Кыргызской республики. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мен аябагандай кубанычтамын сиздер менен ушундай бир жакшы аянтчада жолугуп. Бул аянтча чыгынын айтканда 4 жыл болду деп атат, бирок биздин Кыргызстан үчүн аябагандай чоң иштерди жаратты ушул 4 жылдын ичинде. Эмне дегенде өзүм ушул тармакта бышып, жетип дегендей чогуу сиздер менен жүргөн адам катары бул топто 2022 аябагандай бизге окшогон, мен мындай деп айтат элем, региондо жүрүп ушундай бир жаңылыктарга суусаган, жаңылыктарга умтулган, мүмкүнчүлүктөргө жол ачкан аянтча деп мен айтсам болот. Мына ошон үчүн мен уюштуруучуларга биринчи иреттен терең ыраазычылыгымды билдирем. Эмне дегенде сиздер көптөгөн биздин кыргызстандыктарды көзүн ачтыңыздар десем болот, көпкө үйрөттүңүздөр десем болот, дагы деле үйрөтө бересиздер деген үмүттөмүн. Эмне дегенде ар бир адам баласы күндөн күнгө өсүш керек, күндөн күнгө жаңылыктарга үйрөнүш керек. Ошондуктан бул платформа биз үчүн кыргыз медиа тармагына чоң салымын кошуп атат десем мен жаңылышпайм. Будан бияк сөзүмдү мен дагы расмий тилде окуп койсом. Уважаемые коллеги, позвольте именно так к вам обратиться, поскольку все мы, присутствующие здесь, представляем сегодня одну профессиональную сферу. Хочу поздравить организаторов с проведением вот уже 4-й раз в Бишкеке индустриального форума «Медиа Топ-100», которого по праву можно считать большим медийным событием, признанными участниками информационного рынка не только Кыргызстана, но и его за пределами. Мой функционал, моя зона ответственности в качестве руководителя службы информационной политики администрации президента – это область медиаполитики как части целого комплекса государственных мер по обеспечению конституционно гарантированных прав в сфере СМИ. Государственная информационная политика Кыргызстана направлена на создание условий для доступа к СМИ, новым медиаплатформам, всем гражданам с одной стороны, а с другой – гарантийного законного доступа СМИ и медиа к информации, находящейся в ведении государственных органов. Кыргызстан, как демократичная страна, намерена и дальше держать твердый курс на обеспечение свободы слова и плюрализма мнений. Не отстает от заданного политического вектора и экономическая медиаполитика государства. Это создание условий для конкуренции на рынке максимально большого числа медиапредприятий, что в идеале должно способствовать появлению большого числа мнений и взглядов на рынке идей. Медиаплатформа Кыргызстана – это система государственных и частно-коммерческих электронных и печатных СМИ, которые формируют общественное мнение.
В этой связи мы с вами вместе по долгу профессиональной службы выступаем в основном индикаторами настроений, формирующих информационное пространство. Техническое изменение мирового порядка также видоизменили иерархию медиаустройства. Так, если раньше СМИ так называемого первого уровня относились к центральным каналам телевидения, и дальше по убывающим шли печатные и электронные СМИ республиканского регионального охвата, а затем в качестве последнего уровня информационной системы интернет, то теперь эта пирамида стала перевернутой. Влияние информационной охват тех же социальных сетей сейчас уже никто не станет отрицать. Глобальная коммуникационная среда представляет, по сути, огромный набор коммуникационных каналов, которые также могут использовать медиаполитической системой, например, активным присутствием в соцсетях первых лиц государства. В этой связи, учитывая современные тенденции службы информационной политики администрации президента, ведет большую работу по вовлечению адаптации к платформам ведущих социальных сетей представителей государственных органов. Об этом подробно будет рассказано в нашей презентации. Наряду с введением генеральных информационной линии мы должны также считаться и перестать игнорировать любые сигналы, которые несут широкие массы социальных сетей. Ведь не секрет, что развитие новых медиа интернета началось энтузиазма рядовых пользователей граждан, а задача государства и медиарынка быть там, где представлены интересы большинства. А вот настолько профессионально мы настроены и можем служить интересам человека, общества, страны, и какие для этого и есть модернизированные медиаинструменты, это и есть, я уверен, основная цель настоящего медиафорума ТОПТО 2022. Профессионалы из 9 стран собрались здесь для обсуждения всяких трендов, важных трендов развития медиасферы, инновационных методов выявления дезинформации, взаимодействия СМИ и власти, проблемы региональных журналистов, новых технологических и кинематографических контентов, эффективных стратегий и в социальных сетях, политического блогинга и паблика арта, медиа-креативной экономики и многое другое. И в конце я хотел бы пожелать всем удачного и плодотворного дня. Я надеюсь, у вас все хорошо получится. И для нас, урматтуу кыргызстандыктар, бул аябагандай чоң ийгилик, жакшылык болот. Не дегенде биз баардыгыбыз бүгүнкү заманда жаңыча жашоо, өзгөрүү, албетте ушул медиа топто бизге ошондой мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет. Баарыңыздарга чоң рахмат. Сизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Жана кезектеги мейманыбызды сахнага чакырууга уруксат этиңиздер. И позвольте на эту сцену пригласить временную поверенную в делах Соединенных Штатов Америки в Кыргызстане госпожу Санату Колтер. Доброе утро. Good morning, everybody. Уважаемые участники, дорогие друзья, для меня большая честь быть сегодня здесь. Я хотела бы поблагодарить Алину Каракулову и ее самоотверженную команду Винтерньюз за организацию этого фантастического форума и за всю их поддержку кыргызских СМИ в прошлом году. По данным «Репортеров без границ», Кыргызская республика поднялась на 7 позиций с 79 на 72 место в рейтинге свободы СМИ мира. Это позитивная новость, и кыргызские СМИ остаются мощной, динамичной силой добра в стране. За последний год мы стали свидетелями ярких журналистских расследований, раскрывающих коррупцию и находящих отклик у граждан.
Мы наблюдаем растущую изощренность и популярность драм на кыргызском языке. Мы видели группы местных СМИ, противодействующие дезинформации посредством проверки фактов, охоты на троллей и медийной грамотности. Мы должны воспользоваться моментом, чтобы отметить эти достижения. В то же время мы должны признать, что независимые СМИ в Кыргызской Республике сталкиваются с проблемами, а свобода слова сталкивается с новыми угрозами. Пандемия COVID-19 ослабила рекламный рынок, и он еще не восстановился. Ощутимое давление на независимые СМИ нарастает. В последнее время против журналистов было возбуждено несколько уголовных дел, что увеличивает риск самоцензуры. Активная свободная пресса, ежедневно работающая в интересах общества, является одним из главных достижений Кыргызской Республики за 30 лет независимости. Свобода слова является ключевой опорой любого демократического общества. Соединенные Штаты вместе со средствами массовой информации, гражданским обществом и государственными партнерами будут продолжать поддерживать свободу слова, чтобы здесь она оставалась сильной и защищенной. Я хочу особо поблагодарить присутствующих здесь представителей правительства Кыргызстана за их поддержку и партнерство. Правительство и СМИ могут и должны быть партнерами в развитии СМИ, в информировании общественности и в борьбе с коррупцией. В заключение, я хотела бы поздравить всех великих медиа-чемпионов Кыргызской Республики. Каждый из вас своим упорным трудом, изобретательностью и приверженностью делу продолжает вдохновлять и недвусмысленно показывает, почему вы являетесь лидерами Центральной Азии. Спасибо за ту важную работу, которую вы делаете на благо своих сограждан. Спасибо. Удачи вам. Спасибо вам. Спасибо вам, госпожа Колтер.